Протесты в Каракалпакстане. 18 лет тюрьмы запросили основным подозреваемым. На суде по делу о событиях в Нукусе 1-2 июля, который продолжается в Бухаре, прокуратура Каракалпакстана запросила многолетние сроки лишения свободы большинству из 22 подсудимых. Об этом со ссылкой на газета УС передает Улас Медиа КЗ. Журналисту Даулетмурату Тажимуратову запросили 18 лет, журналистке Лалагул Калыхановой — 11 лет, спортсмену Азамату Турданову запросили 8 лет лишения свободы. Ахмета Сметулаева прокуратура просит осудить на 8 лет, Даулетмурата Жеймуратова — на 9 лет, Бахтияра Кадербергенова — на 8 лет, Байрама Ситниязова — на 7 лет, Аллабая Такимбетова — на 9 лет, Кахармана Ситимова — на 6 лет. Азамату Нураддинову обвинение запросило 7 лет лишения свободы, Саидабуле Медетову — 7 лет, Нурлану Наипову — 7 лет, Палату Шамшетову — 7 лет, Разбеку Бекмуратову — 8 лет, Султанбеку Каипову — 8 лет. Палата Нурниязова обвинение просит осудить на 6 лет, Саиб Назара Калимова — на 7 лет, Нурлана Султамуратова — на 5 лет, Арыслана Тимирханова — на 7 лет и Амирбека Адилбекова — на 7 лет. Саламату Калилаеву и Бердаху Гинжибаеву обвинение запросило по 3 года ограничения свободы. Напомним, с 13 сентября по 13 ноября в Казахстане были задержаны 5 членов диаспоры каракалпаков Кашкарбай Таримуратов, Жангильды Жексамбетов, Раиса Худайбергенова, Зиуар Мирманбетова и Тлеубики Юлдашева. 6 октября пытались арестовать руководителя диаспоры каракалпаков Мангистауской области и члена Ассамблеи народа Казахстана Нейтбая Уразбаева, но так как он является гражданином Казахстана, этот вопрос до сих пор находится на рассмотрении силовых органов Республики Казахстан. Прокуратура Мангистауской области заявила, что для снятия с розыска Уразбаеву необходимо лично самому либо через адвоката в Республике Узбекистан обратиться в Хаджилийский РВД Каракалпакстана. Аресты проводятся по делу об июльских митингах в Каракалпакстане, которые, согласно отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, были подавлены Национальной гвардией Узбекистана с применением летального оружия и крупнокалиберных гранат. В середине октября Human Rights Watch призвала Казахстан не выдавать каракалпакских активистов Узбекистану. 28 ноября в Бухарском областном суде по уголовным делам начался судебный процесс над 22 обвиняемыми по делу о событиях в Нукусе 1-2 июля. В декабре 2022 года 38-летнюю каракалпакскую активистку Тлеубики Юлдашеву, содержащуюся в СИЗО в Актабе, официально зарегистрировали в качестве искательницы убежища в Казахстане. По официальным данным, в результате протестов в Нукусе и других городах Каракалпакстана 1-2 июля погиб 21 человек, в том числе 18 гражданских. Однако, по сведениям издания газета.ус, на второй день волнений, поздно ночью 2 июля, сообщалось как минимум о 77 погибших. Несмотря на то, что все 5 задержанных участников диаспоры во время событий в Каракалпакстане находились на территории Казахстана, месте своего постоянного проживания, большинству из них вменяется статья о посягательстве на конституционный строй Узбекистана. Диаспора каракалпаков Казахстана считает эти аресты каракалпакских гражданских активистов частью продолжающихся политически мотивированных репрессий против этнических каракалпаков со стороны властей Узбекистана. Ранее диаспора каракалпаков в Казахстане обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву из-за арестов активистов.